переставал быть мирным. Несколько заточенных металлических пластин, перетянутых плотной бумагой, в сложенном виде выполняли функции дубинки. А раскрытым веером самурай мог запросто перерезать врагу горло. А знаете ли вы, что ягуары используют допинг? Перед охотой хищники едят особую лиану. Она действует на ягуаров как энергетик и помогает быстрее настигать добычу. Это было новое научно-популярное шоу на телеканале РЕН-ТВ. Увидимся! Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом главном – полеты. Все, кто летает. Почему птицы и насекомые чувствуют себя в воздухе так же уверенно, как мы, ходя по земле? Почему Господь не дал нам возможности взлететь, ну, по крайней мере, в этой жизни? И что человек может сделать для того, чтобы полететь, наконец, как птица? Все, что наука знает о полетах. Смотрите, прямо сейчас будем разбираться, как устроен мир. Когда у людей вырастут крылья, и научится ли человек летать как птица? Сенсационные доказательства ученых. Теоретически он может повторить движение птицы и полететь. Какие птицы способны обогнать самолет? Какие взмывают выше Эвереста? А какие вообще могут не приземляться годами? Правда ли, что птица всегда будет лететь лучше лайнера? Возможность сочетать и сверхскорость на коротких отрезках, и сверхманевренность. Рожденный ползать, летать не может. Почему предки птиц нарушили это правило и отправились в небо? Зачем им это понадобилось? И как выглядела первая птица? Мы хотели бы приобрести эту суперспособность. И рано или поздно мы ее приобретем. Кто лучше летает, насекомые или птицы? Что за насекомое абсолютный рекордсмен по скорости? Почему мы не можем поймать рукой муху? И есть ли бабочки размером с птицу? Их скорость будет равна абсолютно нулю, и они при этом не тратят никакую энергию. Миллионы особей саранчи. Как им удается не сталкиваться в воздухе? И что за тварь поднимается в воздух, как вертолет? Для них полет – это естественное состояние, да, так же, как для человека там ходьба по земле. А также, что общего у мошкары и боевой ракеты? И безумные изобретения, благодаря которым человек поднялся в небо. Каждое перо должно быть в идеальном состоянии. Каждое перо имеет уникальную структуру. О полной свободе и полетах в чистом небе. Прямо сейчас в программе «Как устроен мир».